В Москве состоялось совместное заседание Совета и попечительского совета благотворительного фонда «Возрождение», созданного для реализации социально значимых проектов на территории Ингушетии. Подведены итоги работы фонда в 2024 году, сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Фонд работает по 6 ключевым направлениям: сохранение исторического наследия, культура, спорт, поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, сохранение духовных ценностей и издание книг. Калиматов отметил, что уже на протяжении нескольких лет последовательно восстанавливаются целые ингушские поселения в горах – Харп, Морч, Пуй, Бишт, Эбан и другие. Также ведутся археологические работы на одном из древнейших христианских храмов Тхабаерды и на территории замкового комплекса в Овнушке. Оказана помощь в реставрации Назрановской крепости. Создана единственная в России школа каменщиков-реставраторов в Нижнем Пуе. Здесь же открыт археологический музей и музей быта ингушей. Кроме того, фондом Возрождения уделено внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. Для Национального детского театра приобретено современное оборудование. В 2025 году продолжится поддержка долгосрочных проектов, таких как восстановление башенных комплексов и других исторических объектов республики, а также будет определен список новых инициатив, отметил глава. В Ингушетии в месяц Рамадан будут проводиться сельскохозяйственные ярмарки. Жители региона смогут приобрести мед, молочную, мясную, хлебобулочную, плодоовощную продукцию местных производителей по ценам на 10-15% ниже рыночных. Ярмарки будут проводиться 9 марта в сельском поселении Зязиков-Юрт, 15 марта в Карабулаке и Джойрахе, 22 марта в сельском поселении Нестеровское, а 27 марта напротив рынка Магаз при въезде в столицу республики. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» необходимо построить до 2030 года более 1 миллиарда квадратных метров жилья, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Созданная правительством комиссия по развитию жилищного строительства работает над выявлением неэффективного использования земель, находящихся в федеральной казне, с целью передачи их под строительство, отметил он. За последнее время из федерального имущества было выведено 11,5 тысяч гектаров. Это позволило увеличить объемы строительства и принесло доход в федеральный бюджет в размере 100 миллиардов рублей. Росреестр совместно с Роскадастром активно реализуют проекты «Земля для стройки» и «Земля для туризма», а Росимущество работает над созданием единой цифровой платформы, позволяющей вести учет публичного имущества на территории России, подчеркнул Хуснуллин. Полноценно закрыть проблему с кибермошенничеством планируется уже в нынешнем году, заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев, выступая в Совете Федерации. По его словам, в России борются не с отдельными аферистами, а с целыми мошенническими группами, зачастую действующими при поддержке недружественных стран. Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о новых методах борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Среди предложений властей – введение электронного обмена информацией между государственными структурами, банками и онлайн-платформами, что позволит оперативно выявлять подозрительные действия и блокировать их. В России уже создана база для внедрения искусственного интеллекта в медицину, заявил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. По словам Ванькова, об этом свидетельствует значительное количество зарегистрированных электронных медицинских документов, достигшее 2 миллиардов. Эти массивы данных служат основой для принятия решений, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Замминистра отметил необходимость разделять два направления применения искусственного интеллекта в медицине. Первое направление – это чат-боты и другие инструменты, чье предназначение заключается во взаимодействии с пациентами, а второе – это специализированные инструменты и медицинские изделия, используемые непосредственно в медицинской практике. Наибольшее распространение получили изделия, основанные на анализе медицинских изображений, а также разрабатываются решения для анализа результатов ЭКГ. Маркетплейсы обяжут соблюдать правила, установленные для обычных магазинов, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, на онлайн-площадке распространят ряд обязательных требований, касающихся маркировки товаров, условий их хранения и гарантий качества. Несмотря на интернет-формат, суть торговли по-прежнему сводится к взаимоотношениям продавцов и покупателей, подчеркнул министр. Поэтому маркетплейсам придется соблюдать те же правила, что и рынкам, ярмаркам, магазинам и другим традиционным точкам продаж. Он добавил, что указанный документ уже обсудили на совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко и могут внести его в Госдуму в ближайшее время.